Меня зовут Хохрякова Карина, отрывок из рассказа «Пятеро бесстрашных» Михаила Петровича Петрова. Взяв маршрут, я вышел из деревни Верхней. Поднялся на пригорок, и моим глазам открылась невеселая картина. Весь горизонт был объят огнем. Я невольно остановился, удивленный. 9 пожаров насчитал. 9 деревень горело. Вдалеке налево огонь будто охватил небо. Горела деревня, расположенная на возвышенности. Я чувствовал себя мелкой крошкой, упавшей в огромную черную яму, охваченную со всех сторон огнем. Казалось, эти 9 больших пожаров заливали кровью бездонное черное небо. Картина эта способна была внушить ужас, но была в ней какая-то величавость. Ночные пожары как будто звали наших людей отомстить врагу. Я все еще стоял. Из деревни, что впереди за рекой, доносился детский плач. Я напряженно прислушался, до боли в глазах всматриваясь в сторону пожара. Плач все усиливался, превращаясь в рвущее сердце вопли. Я содрогнулся. Понял. Немцы жгут детей. На фоне общего плача и крика как-то особенно отчетливо доносился голос девочки. Я и теперь его слышу. «Ой, мама!» Крики прервала пулеметная очередь. Судя по звуку, это ручные пулеметы. 2, 3, считал я про себя. Наши пулеметы! Как, откуда попали они туда? Вскоре в темноте раздалось громкое «Ура!». Ночью кричать «Ура!» не положено. Но разве может сердце затаить такую радость? И разве станет оно разбираться, когда пришла радость, ночью ли, днем ли? Это окружившие деревню разведчики и автоматчики встали на защиту детей. Немцы отступили. Наша часть пошла вперед. За несколько ночных часов прошли 4 деревни, продвинулись вперед на 13 километров. До деревни Гаврюшина оставалось 2 километра. Гаврюшин в эту же ночь, отпросившись у командира, ушел вместе с 2 товарищами на разведку в родную деревню. Что найдет? С чем встретится он там?